Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar saygılı ATR telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasına seyretesiniz. Stüdyoda sizler için ben Gülsüm Halilova çalışam. Növbeteki yarım saat içerisinde Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen soňky ve en aktual haberler üzerinde müzakerelerimize devam edecekmiz. Fakat olarga keçmezden evvel adet üzere yayınımızga Roman Spiridonov'nu bağlamağa teklif etem. O zaman informasyon programmalarında niyakta tarif edeceklerini bizlerge anlatacak. Roman, selamun aleykum, dinleyimiz seni, buyur. Алейкум селям, Гульсум. Ну, начнем с темы преследования своими своих в оккупированном Крыму, прошу прощения. Оккупационный суд Центрального района Симферополя приговорил местных коллаборантов, они же активисты, Илью Большедворова, Сергея Акимова и Сергея Васильева, к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. С утра у них оккупационные силовики провели обыск, изъяли мобильные телефоны и планшеты, оштрафовали активистов за серию одиночных пикетов, которые они провели 17 сентября этого года. Они выходили под стены так называемой Думы Крыма с требованием отставки оккупационного правительства. При этом силовиков не смутило, что один из заштрафованных, Илья Большедворов, пикет не проводил, а снимал. Его оккупанты все равно признали организатором этого пикета. И вот эта троица известна тем, что в 2014 году во время оккупации полуострова активно поддержала действия России и очень ратовала за русский мир на полуострове. Вот теперь наслаждаются его плодами. Теперь поговорим о скифском золоте, которое находится в Амстердаме, и туда было отправлено из Крыма в 2014 году. Большим достижением назвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решение апелляционного суда в Нидерландах по отводу судье в этом деле. На отводе судьи как раз настаивала наша сторона, и причина — это обнаруженные материалы, свидетельствующие о предвзятости судьи и его связи с Россией. Как я говорил, скифское золото — это коллекция из 500 экспонатов. Она была в 2014 году отправлена на выставку в Нидерланды, и оттуда до сих пор не вернулась, потому что оккупанты требуют возвращения ее в оккупированный полуостров. Наша же позиция заключается в том, что это собственность государства, и вот суды до сих пор длятся. Будем говорить о ситуации с коронавирусом на полуострове. 299 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на оккупированном полуострове. Уже 7 человек погибли от этой болезни. И помочь жителям оккупированного полуострова решили украинские правозащитники. Они, представители таких организаций, среди которых Восток СОС, Донбасс СОС и Крым СОС, обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением отреагировать на критическую ситуацию, которая сложилась на временно оккупированных территориях. Ну и помочь хотя бы организовать какие-то онлайн-трансляции для того, чтобы крымчане могли знать, куда обращаться за помощью и как вести себя в ситуации, когда они лишены медицинской помощи в оккупированном полуострове, когда скорые не забирают в больницы, не хватает в Крыму препаратов для лечения сопутствующих заболеваний и лечения коронавируса. Ну, расскажем о том, как Турция отмечает 97-ю годовщину создания республики. Это главный праздник республики. Республика была создана 29 октября 1923 года. Ее провозгласил Мустафа Кемаль Ататюрк. Именно он стал первым президентом республики. И вот с тех пор Турция отмечает этот день как главный праздник страны. Об этом и не только будем говорить в наших сегодняшних выпусках, как в 19:00, так и в 21:00 в наших выпусках «Заман». Гульсум. Çok sağ ol Roman. Bu bizim muhbirimiz Roman Spiridonov edi. Zaman informasyon programmalarını saygılı arkadaşlar seyretmege unutmanız. Saat 19'da Ukrayn tilinde ve saat 21:00'da Kırım Tatar tilinde. Biz ise muhim haberler üzerinde müzakerelerini başlayımız. Bizim yayınımızga şimdi Eskender Bariyev koşula, Milli Meclis azamız ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı. Eskender'ga selam aleyküm.
Алейкум селям. Cümlemizge hayırlı olsun. Eskender men koronavirus meselesinden başlamağa ister edim. İşgal etilgen Kırım'da işgalcilerinin statistikalarına göre endi pandemiya devamında erkun 146-147 insanlarının hastalanganlarına bildirilip, bütün pandemiya müddeti devamında ise keçelere bildirilgenine göre 192 insan vefat etken. Aslında bu işgalcilerinin statistikasına işanmak mümkün mü ya da vaziyet sizin malumatlarınıza göre daha da muşkul? Elbette bu işgalcilerin statistikaga işanmaya mümkün değil. Çünkü mesela biz yakın zamanlarda 20. oktyabr ayında 20. günde biz alıp vardık Крымский дискуссионный клуб. Bu дискуссионный klubda biz bu Covid meselesi ve ne yapmaya gerek mesela bizlerge Milli Meclis'e ve bütün Ukrayna'ga ve halkara teşkilatlarga ne yapmaya gerek? Çünkü evet Kırım'da pek ağır mesele. Erkun bu savaştan gibi biz haber alamız vefat olgan семидешlerimizden. Evet, если мы будем говорить более конкретно и о более конкретных цифрах, то мы видим, что с одной стороны оккупационная власть, она организовала, она развернула койко-места для ковид-больных. С одной стороны, они обозначили четко те, скажем, больницы, которые отвечают и в которых производится лечение. Но с другой стороны, мы видим следующие проблемы. Первая проблема, что данных развернутых койко-мест катастрофически не хватает. И много случаев, когда в первую очередь наших соотечественников и те, которые непосредственно проживают в Крыму, еще с дооккупационного периода, их просто отправляют, допустим, с Симферополя могут отправить в Армянскую больницу или в больницу Советского района или в Красногвардейскую больницу. В 7-й городской больнице, на территории которой, в принципе, тоже приспособлен под ковид госпиталь, второй родильный дом и инфекционная больница, они полностью предусмотрены под ковид, но при всем том там мест практически нет, и очень много привозят людей больше из южного берега, тех россиян, которые приезжают либо отдыхать, либо, наверное, переждать какой-то период из Москвы, особенно Санкт-Петербурга. Поэтому этот процесс очень сильно пошел. А второй фактор, на который я хотел бы уделить внимание, это то, что при постановке диагноза в первую очередь ставит диагноз двусторонняя вирусная пневмония. Но здесь я хотел бы обратить внимание наших соотечественников на то, что когда происходит пневмония, то только из-за вирусной инфекции, в данном случае, соответственно, это ковид, это клиника ковида, то, соответственно, мы должны говорить, что если заболели в семье несколько человек, то это уже говорит об вирусной этиологии, и, соответственно, это приводит, здесь в первую очередь должно быть подозрение, что это ковид. Третий фактор, что оккупационная власть, прежде чем поставить диагноз ковид, она в первую очередь направляет людей или предлагает людям сдать компьютерную томографию. Когда сдают люди компьютерную томографию, во-первых, очень огромные очереди. Люди с раннего утра до позднего вечера стоят на улице для того, чтобы сделать компьютерную томографию. Но мы должны понимать, что компьютерная томография только может показать те изменения, которые происходят в легких. Но более точный диагноз, подтверждающий или анализ, который может подтвердить, это непосредственный тест, соответственно, который может дать полную, подтвердить диагноз ковид. Поэтому здесь и происходит, что людям ставят диагноз двусторонняя пневмония, умирают люди от двусторонней пневмонии, но при этом получается, что трупы людей или покойников передают в пакетах, обработанных хлоркой. И здесь мы должны обратить внимание, что с одной стороны мы подразумеваем, что это целенаправленно делается для того, чтобы показать, что нет проблем с ковидом, как, к примеру, в других странах. С другой стороны, мы видим, может быть, не совсем организацию здравоохранения. Ну и третье, на что важно обратить внимание, это недостаток лекарств, лекарственных средств. Ve bu ilaçlar
Bu ile bağışlar sözünüz. İlaçlar yok ve hekimler az. Pek az çünkü biz görüyoruz işgalden son çok profesyonel hekimler onlar Ukrayna'ya gittiler. Kettiler, o doğru. Mesela Kırım Tıp Üniversitesi'nden, Tibet Üniversitesi'nden çok alimler için çok Ukrayna'da çalışan. Bu problem hakikaten de var ama ilaçlar meselesini açtınız da bu meselenin de biraz kotarmaya isterim. Zira geçenleri Kırım Tatar Milli Meclisi Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi ile beraberlikte böyle koronavirüs ile hastalangan insanlarga yardım destek kampanyasını ilan etti. Demek bu kampanyaya göre paralar toplanılacak, ilaçlar satın alınacak ve muhtaç olan insanlarga verilecek deyip men anladım. Doğru mu bu? Nasıl şekilde, yani böyle mi şekilde olacak? Muhtaç olan insanlar kayda müracaat etmeli? Nasıl bu yardımını almalı? Nasıl bu gerçekleşecek? Но в первую очередь мы должны обратить внимание, что, понятно, эта инициатива, учитывая, что Крым не контролируется украинской властью, соответственно, и Всемирный конгресс крымских татар, и Меджлис крымско-татарского народа, конечно, не может напрямую оказать поддержку нашим соотечественникам. Поэтому, в первую очередь, это, конечно же, посыл к народу, чтобы все-таки соблюдали дистанцию, соблюдали все превентивные меры и не заражались данным заболеванием, и не заражали близких. Второе — это, конечно же, сбор финансовых средств для того, чтобы хотя бы помочь в приобретении лекарственных средств. Другой вопрос, действительно существует еще другая проблема. А как эти лекарственные средства переправить непосредственно в Крым? Тем более мы видим с тем, что, насколько я владею информацией, и наши специалисты специально изучали этот вопрос, как это можно сделать. То есть если просто будут лекарственные средства передаваться, то однозначно российские пограничники не пропустят. Если на каждое лекарственное средство будет выписан рецепт, то, соответственно, шансы, я говорю шансы, я не говорю, что все это пройдет, шансы о переправке лекарств, конечно, повышаются и появляется такая возможность. Но при всем том мы четко понимаем, что это тоже сложный процесс. Поэтому в том числе и в рамках Крымского дискуссионного клуба мы говорили, что нам необходимо привлечь внимание государственной власти украинской, чтобы на приграничных территориях развертывали либо какие-то медпункты, либо какие-то, скажем, я не говорю о койко-местах, но говорю о том, чтобы хотя бы можно было бы предоставлять возможность получить данные лекарственные средства тем нашим соотечественникам, которые находятся на территории Крыма. И действительно, когда данные вопросы обсуждались, задавался вопрос, а как же условно из Симферополя будут ехать за лекарствами аж непосредственно на границу. Но мы видим, что даже госпитализируют в Армянске, госпитализируют в других городах Крыма из Симферополя, из Бахчисарая. Поэтому это одно из направлений. Другое из направлений, конечно же, и в заявлении Меджлиса крымско-татарского народа это есть, это привлечение международных организаций для того, чтобы международные организации, миссии международных организаций могли посетить Крым и, соответственно, сделать достоверную оценку той ситуации. Ya bu mümkün mü sizin düşüncenize göre Kırmızı Kaç ve İlahri ya da başka Birleşken Milletler Pası monitoring missiyalarının Kırımga, OBSE monitoring missiyalarının Kırımga gelmesi biz bilemiz de Rusya'nın tasdiklanılığı olmadan onlar anda kiremeyeceğini. Ну, конечно же, в первую очередь мы получим. Да, в первую очередь, я думаю, что это будет очень сложно, потому что Российская Федерация будет только с одной позиции пропускать, если будет скажем, больше с российской стороны миссии, а не с украинской. С другой стороны, эти международные организации, они не могут посещать Крым и организовывать миссию. Но при всем том, все равно должна быть реакция Всемирной организации здравоохранения и, соответственно, Красного Креста. По Красному Кресту, в принципе, процедура попроще, но при всем том все равно здесь нужно настаивать на том, чтобы данные структуры все-таки могли посетить Крым. И еще об одной инициативе, которую мы сейчас прорабатываем, это, конечно же, обращение. В декабре месяце 2020 года будет собираться специальный экспертный механизм по правам коренных народов, который будет полностью посвящен вопросам влияния ковида на коренные народы.
Поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим соотечественникам. В ближайшее время мы запустим специальную анкету, четкое разъяснение, и все те люди, у которых умерли от двусторонней пневмонии за вот этот период, либо от ковида, близкие, мы просим, чтобы нам присылали эту информацию. И какое количество людей непосредственно заболело в семье. Для того, Sonra чтобы bu мы malumatlarını начали... qayda kullanacaksınız? Это будет размещено, мы будем разместим всю информацию на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра, мы будем вести широкую информационную кампанию для того, чтобы максимально собрать ту информацию, которая может привлечь внимание международной организации. Кроме того, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что есть такие, на репрезентативность мы не можем претендовать, но есть наблюдение людей, которые находились в 7-й городской больнице. В день умирает до 3 человек на этаже. Есть такие соотношения, что когда соотношение представителей крымских татар умирает больше, чем представителей других национальностей. Но при всем том, мы, конечно, переживаем за всех, которые умирают в Крыму от ковид, но при всем том мы, как малочисленный народ, как коренной народ, мы должны быть в этом плане самоорганизованы и, соответственно, помочь друг другу в том, чтобы полностью взять под контроль данную ситуацию. Çok sağ olunuz İskender ağa, bizle bağlanğanız için, kıymetli malumatlarınız için. İskender Bariyev, Kırım Tatar Milli Meclis azası, Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı, bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, men ise bu bölükni yekunleyim. Siz ATR telekanalının ekranlarından ayrılmanız. Birkaç dakikadan sonra sizni Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde karşılay Urgenesi Tumerova olacak. Seyretiniz, görüşkence.